Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Рассвет нового дня 22 июня 1941 года для советского народа начался со страшного известия: война. Отрезанная от армии и тыла, окруженная захватчиками, одним из первых форпостов, принявших на себя беспощадный удар врага, стала Брестская крепость. Ее защитники, в числе которых было свыше 100 ингушей, боролись за крепость до последнего, верные своей клятве, высеченной ими же на стене крепости: «Умрем, но не сдадимся». 333-й полк, в котором в основном служили ингуши, героически отбивал беспрерывные атаки вражеских солдат. Большинство наших земляков попало в группу пулеметчиков, и все они прекрасно осознавали, что шансов остаться в живых у них практически нет. Бойцы вступили в неравную схватку с врагом. Фашисты открыли ожесточенный огонь, который буквально косил красноармейцев. Среди них обязательно, наверное, нужно назвать имена Долтмурзиева Ахмеда, Льянова Хаджибекара, который не только был защитником Брестской крепости, но он был еще участником сопротивления, французского сопротивления, участвовал во Второй мировой войне, был одним из участников встречи на Эльбе, человек, который прожил очень содержательную, мужественную жизнь. Беспримерным мужеством стал подвиг и последнего защитника Брестской крепости Мадгирея Барханоева, память о котором увековечена на мемориале памяти и славы в Насыркорте. А самая крупная погранчасть на Северном Кавказе теперь носит имя ветерана войны Саварбека Плиева, еще одного героя и участника обороны Бреста. Тогда он был командиром заставы, а победный май 45-го встретил уже командиром батальона. Мужественный комбат стал кавалером 2 орденов Боевого Красного Знамени, 2 орденов Красной Звезды, а также ордена Отечественной войны первой степени. И таких примеров и имен, покрытых неуядаемой славой, достойных сыновей ингушского народа, немало. Мы с вами знаем летчиков, героев Советского Союза, вернее, героев России. Они были спустя 50 лет представлены к этому званию. Это Оздоев Мурат, Костоев Шервани, это летчики. Потом Ахриев Рашидбек Чахович. Больше 20 тысяч ингушей были призваны в ряды Красной армии. 6,5 тысяч из них так и не вернулось с полей сражения. Практически на всех фронтах Великой Отечественной воевали наши земляки. Они защищали Москву, Ленинград, Брест, Сталинград, участвовали в битве на Курско-Орловской дуге, в битве за Кавказ. В годы Великой Отечественной войны к званию Героя Советского Союза из числа представителей Ингушетии было представлено 56 человек. И вот буквально несколько месяцев назад мы нашли еще одно подтверждение. Это Куриев Джабраил. Это можно, теперь мы считаем, что 57 человек. Немалую роль сыграл и простой народ жителей, кто также внес огромный вклад в общую победу. Таким примером явилась оборона Малгобека, на подступах к которому в сентябре 42-го развернулись ожесточенные бои. Местное население, вернее, с воинами Красной армии оказывали самое непосредственное влияние вот на исход сражения. Они рыли траншеи, окопы, потом помогали продовольствием, снабжали эти госпитали, которые находились на территории Ингушетии. Очень много госпиталей располагалось вот на территориях школ Ачалукского района, Псидахского района. Летчики, связисты, танкисты, разведчики. Нередко ингуши служили именно в таких родах войск, где необходима была смекалка, стойкость, непокорность и мужество. Очень многие ингуши дошли до Берлина после 1944 года, воевали. Даже есть у нас сведения, что у нас Богатырев Умар Заалиевич, он водружал знамя над Рейхстагом. Конечно, сегодня утверждать или опровергать эти данные у нас нет оснований. Почему? Потому что над Рейхстагом водружалось 11 знамен. И в числе этих знамен было знамя ингушского воина, героя Богатырева Умара Заалиевича. И у него есть орден Красного Знамени, который вручен 8 мая 1945 года. Никто из них никогда не задумывался, какую дорогую цену придется заплатить. Самым важным всегда было защитить свое отечество. Не смогли сломить чувство патриотизма у ингушей никакие обиды и несправедливость. Когда в 1944 году бойцов стали отзывать с фронта, около 40 человек предпочли оставаться в своих воинских частях с боевыми товарищами, изменив в документах имена и национальность, потому что долг был превыше всего. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный, 10-й наш десантный батальон.
Мадина Пугоева, Фатима Кариева, Рамзан Миржоев, Новости 24.